Долгожданный праздник сегодня у жителей селения Нижние Чулуки. Там открылась новая школа на 540 мест. 3 этажа, просторные оснащенные кабинеты, зал для разминки, альпинизма, несколько помещений для трудовых занятий. В торжественной церемонии принял участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в сопровождении почетных гостей. Сюжет Заремы Ивлоевой. Последние приготовления перед выходом на сцену. Первоклашка Айна Миржоева волнуется не на шутку. На праздничном концерте, посвященном открытию школы, у нее важная роль. Ведь именно дети – главные виновники сегодняшнего торжества. Грызть гранит науки в стенах этой школы девочке предстоит ближайшие 10 лет. Но Айна трудностей не боится. Я обещаю закончить эту школу на отлично. Ну вот и торжественная часть. В большом актовом зале учащиеся и весь педагогический состав школы. У всех праздничное настроение. Разве это не чудо? Школа, новостройка открывается. Дед Мороз передает директору школы символический ключ. Момент можно считать исторический, ведь этого события в сельском поселении ждали много лет. 14-я школа в сельском поселении Нижние Чулки была открыта в 1926 году. Старый корпус находится буквально в нескольких шагах и на фоне нового напоминает советскую эпоху. В военные годы этот корпус служил госпиталем, который подарил вторую жизнь многим защитникам Отечества. А после уже в мирное время. Более полувека здесь набирали знаний местные школьники. Учащимся приходилось тесниться, ведь школа была рассчитана всего на 220 мест, в то время как обучалось здесь почти в 2 раза больше ребят. Зато новая школа возведена с учетом на будущее пополнение и рассчитана на 540 мест. Старейшины села – первые выпускники этой школы. В их числе и Магомед Вадилгов. Здесь отучились и его дети, а теперь за парты сели и внуки. Жизнь села и людей зависит от образования. И если будет образование, то и народ, и село, и все состоится. Поэтому мы считаем это очень важным мероприятием и думаем, что это большой подарок для нашего села. В первых рядах самые высокие гости: глава региона Юнусбек Евкуров, депутат Государственной Думы Юши Газгиреев и помощник-советник главы Ваха Евлоев. Выступая перед собравшимися, глава республики отметил, теперь, когда у педагогов есть все условия, необходимо поднять образование на новый уровень, уделив особое внимание таким дисциплинам, как ингушский язык и основы религии. Также Юнусбек Евкуров подвел итог уходящего года. Сегодня мы завершаем в республике практически полностью трехсменку. У нас нет школ с трехсменным образованием. Мы на 22% сократили двухсменку. И только в этом году мы сдали и сдаем 22 новые школы и 6 дошкольных организаций, садиков. Хотелось бы, конечно, как всегда, чтобы мы могли уровень наших знаний, уровень нашей жизни показывать с хорошей стороны. Но так как по виду своей деятельности вся жизнь моя в основном прошла в спорте, и сегодня мы, когда посмотрели спортивный зал, я думаю, что здесь есть чемпионы, с вашего села и будут олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые будут нас радовать. Кстати, для занятия спортом в современной школе есть все. Помимо большого спортивного зала, душевых и раздевалок предусмотрен даже отдельный зал разминки для самых маленьких. Также желающие смогут заниматься альпинизмом. Особое место в школе будут уделять труду. Для этого здесь оборудовали сразу несколько классов. Есть даже столярный цех. Сегодня востребованы рабочие профессии. У детей возможность не ограничиваться юридическим направлением или же экономическим, потому что сельский житель прежде всего должен понимать, что он хозяин земли. И я надеюсь, дети наши воспримут и примут все это правильно, сделают свой правильный выбор. Школу возвели всего за год. 3 трехэтажных корпуса, в которых разместились актовый зал, компьютерные классы, столовая, учебные классы и просторные коридоры. Если раньше весь библиотечный фонд хранился в одном маленьком кабинете, то теперь у школы появился и просторный читальный зал и хранилище для книг. Кабинеты оснащены интерактивными досками, камерами и другими современными гаджетами. Впрочем, на этом приятные новости для жителей сельского поселения Нижние Чулки не заканчиваются. В 2017-м планируется строительство еще одной школы и детского сада. Зарема Ивлоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.